Добрый вечер, коллеги. Начинаем пресс-конференцию после матча с «Динамо», победа ЦСКА и главный тренер ЦСКА Марко Николич. Марко, ваш комментарий по игре, пожалуйста. Добрый вечер, в первую очередь всем. Хочу поздравить команду, конечно, с победой. Обыграть такого качественного соперника, как «Динамо Москва» на данный момент 3 раза подряд, это очень тяжело. Об этом говорили перед игрой. И у нас через 10 дней будет еще одна встреча, очень важна, обратная игра Кубок. Хочу сказать отдельно спасибо каждому болельщику, который пришел по такой снежной погоде сегодня на стадион. Очень приятно, когда поддержка за спиной команды. Она была чувствительна сегодня на стадионе. И спасибо огромное каждому, который пришел. Уверен, что команда своими эмоциями, настроем и результатом обратно вернула им, и что счастливее идут домой сейчас, в воскресенье, поздно вечером по снегу. Саму игру она была снежная, да, и так скажем. Было всего сегодня на поле, было момента и у нас, и у «Динамо», и не так структурная игра, как она должна быть по нормальному полю, но часто мы и не ожидали, когда видели, как снегопад идет. Просто очень доволен, что команда прибавляет не только в футбольном смысле, но и на эмоциях, на уверенности, на желании, на борьбе, и это было самое главное сегодня. За меня тоже сработали, это тоже очень важно сказать, что игроки, которые приезжают со скамейки, пользуются своими минутами правильно. И все, чего дальше, не надо сказать, 3 очка у нас на счет и на табло, и двигаемся дальше. Марко, добрый вечер, поздравляю вас с победой, вы набрали хороший победный ход. И вот сегодня, на прошлой пресс-конференции, вы сказали, что будете тщательно готовиться к этой игре, неделя, и вот погода несла корректировки. Возник элемент случайности, ошибки, это было видно сразу. Вот. Но вы вот уже сказали, что замена сработала, действительно вышли 2 человека, были Рапа и Глебов, и в общем решили игру, там уже это завершающий гол. Вот. Чем вы руководствовались, вот, выпуская их, как, может быть, и погода, что вот, как-то сыграла роль, что вот? В первую очередь, они проявили себя хорошо Глебом на зимних сборах и последних играх. И мы серьезно рассчитываем на его. Все равно, что молодой парень, наш воспитанник, но он уже играет. Пробую сейчас рассчитать, но это его там, по-моему, 14, что ли, на поле сегодня. Не все со старта, но и со скамейки, со старта. Он уже игрок, серьезный игрок основы, заслуживает минут на играх. Саул тоже прибавил в последнее время, уже 2-й гол забивает, и Мусаев в перерыве искал замену, там столкнулся с вратаром, если помните этот момент там, в первом тайме, но молодец, удержал до тайма, потом уже там заблокировал, посмотрим, что будет, большая надежда, что ничего серьезного, но был жесткий удар. Тут Саул пришел, а Глебу просто эта идея была на скорость, на таком поле, чтобы это 2 человека со своими физическими качествами пользовались на таком тяжелом поле. Имею в виду Саула и Глебова, и тоже Рифата, надо отметить. Тоже и он удержал мяч, может корпусом пользоваться, зная играть. И да, их 3 прибавили. Когда они пришли на поле, игра обратно вернулась в нашу сторону. Был момент перед этим 10 минут тяжелый. Егор Кусков, Армейский разгон, Марко, с победой. Сегодня во время матча диктор стадиона объявил о том, что 895-ю шайбу забил Александр Овечкин. Скажите, следили ли вы за этим рекордом, за этой погоней как-то? И, в принципе, насколько для вас это масштабное событие в спорте? Это мировое достижение, как сказать. Вообще, конечно, в моей стране хоккей не очень, просто климат другой. Но здесь, конечно, следим и знаем, и кто не знает, кто Овечкин и что происходило в последнее время. Просто это очень приятно смотреть, и, по-моему, каждому русскому надо гордиться с этим. И как его воспринимают там, и как он показывает себе, его достижения. Все это вместе одна прекрасная история на данный момент.
И я горжусь им. Все равно, что хоккей не знаю. Здравствуйте, меня зовут Алексей, канал Трансфер ЦСКА, Марк и Кирилл. С победой вас, искренне вас поздравляю. Хотел спросить по поводу Бори Рапы. Мойзес снял футболку после забитого гола ворота Динамо Махачкалы, и Бори Рапа сегодня повторил празднование и получил желтую карточку. Да. Что можете сказать? Сказал. Зачем ты подставил Гори Рапу? Ну, вам не понравилось? И игроки Юга Америки, это национальные парни. Чего разберемся, все нормально. Ну, не ругайте сильно, а то вот и начал сказать. Не такой настрой прямо сейчас. Спасибо. И тебе с победой. Еще вопрос? Давай. Давай микрофон можешь? Марк, ну команда побеждает, настроение хорошее, эйфория не захлестнет команду, есть у вас противоядие против эйфории? Потому что одна победа за другой, и может быть почувствовать уже то, что все по плечу. Не понял, что? Эйфория, ну какая эйфория? Эйфория вообще тут. Конечно, мы довольны. Мы, по факту, на данный момент, на коротком отрезке, по результатам, в 2025 году чемпионат и кубок, мы лучшая команда России, 5 побед и ничья. У никого нет такой результат, но это маленький отрезок, это только 6 игр. Но он показательный в смысле, что за нами хорошая работа на зимних сборах, перестроились и идем по хорошей пути. Но таблица она не на 6 туров, и она не с 19-го тура, она сначала, а мы там были, не очень. И сейчас надо пробовать в более скромном режиме, это ответили за телевидение пару минут назад, в более скромном режиме думать о следующей игре, а она очень сложная. Я должен сказать, внимательно смотрели игру в Нижний Новгород, в Оренбург, там Оренбург меня только победил, но так полностью обыграл соперника. Очень неприятная игра была для меня смотреть, потому что смотрел следующего соперника, плюс искусственное поле там, специальных условиях. Конечно, пусть ребята празднуют сегодня, но уже завтра начали готовиться очень сложным ездом матчу. Коллеги, здравствуйте. Начинаем после матчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Динамо Москва» Марцел Личко. Марцел, для начала ваш комментарий по матчу. Проиграли 3-1, к сожалению. Думаю, уже игра не была плохая. Обе две команды старались играть, старались включить свой футбол. Понятно, что первый тайм, к сожалению, был опад снегу, да, еще на разминке, и ten первый тайм tá игра была на снегу, takže byla čučut pro složené, мяч катался быстрее, alebo ten снег наваливал se na мяч, да, правильно говорю. Ale думаю, že úroveň игры неbyla плохая. И второй тайм, думаю, že еще было лучше, потому что убрали снег и были интересные ситуации, моменты. Я думаю, že у нас были отличные моменты до забития гола и решать ситуацию, вообще игру, потому что у нас есть 2 раза выход 1-1 с вратарем, поэтому проиграть 3-1 в такой игре обидно, потому что я не думал, что в ЦСКА были такие 100% ситуации, как у нас. Мы справились сзади достаточно хорошо и со стандартами, потому что в этой сфере, в этой работе ЦСКА очень сильные стандарты угловые и нам получалось аж на один момент, где, надо сказать, да, после угловые, так все нам удалось решать. Но как 14 дней назад с Локомотивом, если ты имеешь моменты такие, как были у нас и сегодня, и не забиваешь с такими сильными командами, как ЦСКА, один удар до ворот может все решать. И, наконец, ten gól снеговой рапы решал игру. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Пожалуйста. Марцел, добрый вечер. Добрый вечер. Динамо играл
очень хорошо, я скажу так. Ну, играли неплохо, а футбол играли на голе. И много создавали. Понятно, что был элемент ошибки, элемент случайности по такой погоде. Но кто будет забивать? Вот Тюкавина нет и забивать некому. Вот как решать эту проблему? Ну, понятно, 15 голей, которые забил Тюка, да, и сейчас забил 7 на осень, да, правильно говорю, осень. Первый, да, осень забил 7. Надо, aby другие игроки забивали, да, как Раскал, Битело, Гладышев. И Владимир сегодня имел в неделю назад свои возможности. Работал через неделю там и индивидуально после тренировках, завершение разные ситуации. К сожалению, сегодня в первом тайме не получилось, но надо тоже поздравить Игора, потому что у него был сегодня 90-я игра за ЦСКА. Сделали ему хороший праздник, помог команде в тех ситуациях сложных. Надо работать дальше, но будем зase эту неделю než поедем до Нижнего Новгорода после тренировки индивидуальные вещи перед штрафным и штрафное завершение. Але нам нужно забивать эти ситуации, да, потому что я не уверен, что сегодня у нас были 2 раза с ЦСКА выход 1-1. ЦСКА очень сильный, хороший в защите, оборона за меня на случаях в чемпионате, да, Роша, Дивеев, Мойзес, Гаич, да. И нам получилось выходить на Игора face-to-face, да, и не забиваем. No. И так бывает, футбол, это нет, как я люблю говорить, фигурное катание, да. Это играется на голе. И ЦСКА победил, потому что умел забить. И еще один вопрос бросил в глаза в первом тайме. То, что от ворот Лунев все время пытался ближнему защитнику отдать. Видно было, что скользкое поле, видно было, что там ошибаются через раз. Вы внесли в перерыве корректировку, что все-таки надо больше выбивать и там цепляться за мяч. Я всегда говорю, играем в футбол. Да, это значит, да. 2 раза я ошибался, 2 раза плохо там сыграл, там как бы принимать решение, когда видишь, что, например, то, что я говорил, что на ten мяч есть лежит ten мокрый снег и наполивается снег, да. В ten данный момент, да, мы хотим играть в футбол, но надо знать меру риска, да, риска. И 2 раза пытался как бы играть туда, не получилось, ale z druhej strany zase Luňa nám pomohli pri standardách, na hlavy, vychodí tuda-suda i každý igrok ошибается, každý igrok môže сделать ошибку, ale да, сказали там какие поправки в тайме, ale нас не было лучше, потому что они почистили поле, а поле было отлично. Футбол отлично было, честно скажу. Есть ли еще вопросы? Артур, здравствуйте. Среди Культов России 24. Во-первых, очень стильная на вас худи. Кто вам помог ее выбрать? Кристина. Да, Кристина со вкусом. Второй момент. Сегодня Овечкин оформил рекорд в НХЛ. Понятно, что вы в игре... То есть самый рекорд. Егор здесь рекорд, Овечкин рекорд, и я проиграл. Нет, то, что сейчас, если будем говорить о хоккее, знаете все, что я очень люблю хоккей, очень люблю смотреть хоккей, смотрю плей-офф, я не знаю, здесь, в КХЛ, в Чехии, хожу и на хоккей Динамо, да, и когда вы видите, что человек бьет, не знаю, там 895 шайб, это NHL, NHL, tam to nezabýval ani tam Mario Lemieux, Jaromír Jágr, grecký, je to šumašeče a je to prostě jak ve fotbale Ronaldo Nazario, tak Ovečkin je to fenomén. Хоккейная, кстати, вышла в следующий раунд плей-оффа, обыграли СКА в Москве. А то одна хорошая новость, одна хорошая новость. Для меня, так скажем. И такой вопрос чуть посерьезнее, в том смысле, что очень много разговоров в
витает о том, что вот в «Динамо» должен поменяться тренер летом. Насколько на вас это все давит и насколько есть доверие от клуба и от футболистов, и они продолжают вас верить и верить в свое дело? Смотрите, знаете, я тоже говорил, работа тренера, это всегда ты сидишь на стол, да, это значит, и я на это как бы внимание, да, не обращаю внимания, да, я делаю свою работу, стараюсь так, чтобы мы были успешны вместе. И если после сезона не заканчивается контракт тоже, да, это значит, если после сезона скажет клуб, что хочет поменять тренера, да, пожмем себе руки и все, пойдем дальше, как бы пойдем своей дорогу. Если то на какие влияния на игроки, так хотя бы никакого влияния нет. И аж на ту первую игру в Ростове, где мы играли в теннисбол, я был очень-очень недоволен, а это мне не нравилось. Так тяжело всегда после игры, когда ты проиграешь Локомотив, nebo сегодня 3-1. Что я им могу сказать? Да, я могу сказать, ребята, но попросту, если мы не будем, если у нас будут две ситуации, а мы не забьем гол, но так соперник тебе накажет всегда, а то можешь играть, не говорю сейчас ЦСКА nebo Локомотив, будешь играть и с Оренбургом, да? Попросту им дашь шанс, так каждая команда это может использовать. А я верю в это, что и та команда, да, проиграли вторую игру на выезде подряд, очки не хватает, но та команда играет, старается играть, показывает хороший уровень, забивает голы, это тоже как бы хорошо, ale наконец всегда тебе будут помнить только за результат, так скажем. Takže jestliže my закончим там, я не знаю, 4., 5. и Дима Гафин скажет, Марцел, поменяем тренера, это решение клуба, и это влияние на эту децизию, на то решение у меня нет. Да, я стараюсь влиять на игру, на команду, понятно, на результаты, ale и так ты результаты не всегда можешь что. Ты можешь играть хорошо, а случается то, что с Локомотивом проиграешь 2-1. И сегодня тоже. Да. Takže иди дальше, работать, не обращать внимания на те негативные вещи, остаться позитивным. И что будет в мае, будет принять какие решения, то уже будет вещь там наверху. И все. Takže я как бы на это, я спокойный, сплю спокойнее, у меня есть хорошая работа, я очень рад за это, что я могу делать свои хобби в жизни, поэтому не надо там грустить, быть негативный, be like a victim. Жертвовать? Нет, вообще. Давайте последний вопрос по матчу. Марцел, я хочу сказать, что вот коллега не ходит на пресс-конференции, буквально 2 игры назад мы также все это объясняли подробно. Да. Поэтому у меня другой вопрос. Предстоит игра с ЦСКА на кубок. Проиграли в чемпионате 2 игры, в кубке. То есть сейчас будет принципиальнейшая игра. То есть вам проиграть уже 4-ю игру в ЦСКА у себя, это будет достаточно, так сказать, болезненно. Вот, и уже после той пресс-конференции объяснять, что там вы смогли, это будет сложно. Объяснить всегда надо, как бы, ты факты, да, как бы объяснять, проиграешь 3-1. Это всегда сложно, да, потому что ten болельщик, он всегда хочет поверить в своей команде. Иногда может быть, что будешь садиться в зале, будешь играть в автобус, выиграешь 1-0, а болельщик будет доволен, потому что ты выиграл с ЦСКА 0-1. И футбол, как ты играл, не будет смотреть, и играть профессионально. В кубке, да, ситуация другая, там, понятно, игры бы нам не получилось, есть там еще один шанс, потом, как называется, путь в регион, да, путь в регион. Но за меня, я буду говорить сейчас за меня,
Я не хочу идти в путь регионов, я хочу остаться в пути РПЛ, в пути РПЛ и попросту играть как бы финал пути РПЛ, то значит побеждать ЦСКА дома в ответной игре.